Привет всем! Сегодня у нас 9-й урок. Мы продолжаем изучение глагола в кыргызском языке. Сегодня мы пройдем прошедшее время глагола өткөн чак. Прошедшее время глагола в кыргызском языке имеет два вида. Для начала мы пройдем окончания для них и далее попробуем разобраться на примерах, какое же отличие у них. Да? Так, в первом случае глаголы к повелительной форме глагола добавляется ты, ти, ту, тю. Во всех остальных ды, ди, ду, дю. Также прибавляется окончание для личных местоимений. Н, н, нс, нис, мус, мюс. Ал ничего не добавляется. Бис добавляется буковка К. Силер, ngар, нер, nga, ngor, ngör. Сиздер, ныздар, низдер, муздар, мүлдөр. Алар, ыш, иш, уш, үш, иши. Для третьего лица множественного числа перед окончанием прошедшего времени прибавляются суффиксы, которые вот ранее мы прошли. Например, алу – брать. Как мы ранее проходили, начальная форма глагола имеет форму существительного. Поэтому мы добавляем окончание к повелительной форме глагола. И изучаем слова в повелительной форме. Да? Ал – повелительная форма брать. Мен алдым – я взял. То есть мы вначале добавляем окончание для прошедшего времени и далее добавляем окончание для личных местоимений. Да? Мен алдым – я взял или получил. Сен алдың. Ал алды, біз алдық. Силер алдыңар. Сиздер алдыңыздар. Алар алышты. Вот ранее, получается, все предыдущие примеры мы добавляли окончание личных местоимений в конце, да? Но вот именно в третьем лице во множественном числе мы сначала добавили окончание личного местоимения в начале, а потом уже окончание прошедшего времени. Да? Алар алышты. То есть это нужно запомнить. Это правило. Второй вид глагола. Если заканчивается на глухую согласную, то добавляем кан, кен, кон, кön. Во всех остальных случаях ган, ген, гон, гön. Для третьего лица также суффиксы иш, иш, уш, үш, ише, они добавляются до окончания, да, прошедшего времени. Например, ал окуган, он читал, ал уккан, он слышал. Окончания личных местоимений здесь чуть-чуть поменялись. Мын, мин, мун, мюн, сын, син, сун, сюн, сыс, сис, сус, сюс. Ал ничего не добавляется. Быз, бис, бус, бюс. Сыңар, синер, суңар, сюңер. Сыздар, сиздер, суздар, сюздер. Ыш, иш, уш, үш, ше. Добавляется перед окончанием. Например, мен окуган мын. Я читал. Сен окугансың. Ты читал. Сиз окугансыз. Ал окуган. Біз окуганбыз. Силер окугансыңар. Сиздер окугансыздар. Алар окушкан. Новые слова. Сначала пройдем новые слова и далее разберем разницу, да, между этими двумя вариантами прошедшего времени. Вначале буду читать начальную форму глагола, далее повелительную форму и перевод. Танышу, таныш, знакомиться. Жоготу, жогот, терять. Сүйлөшүү, сүйлөш, разговаривать. Үйлөнүү, үйлөн, жениться, выходить замуж. Алу, ал, брать, взять. Берүү, берь, давать. Башто, башта, начинать. Бүтүрүү, бүтүр, заканчивать. Угу, ук, слушать. Каро, кара, смотреть. Чечүү, чечь, решать что-либо. Үйрөтүү, үйрөт, обучать чему-либо. Үйрөнүү, үйрөн, обучаться. Билүү, биль, знать. Төлөө, төлө, платить. Сейчас мы разберем, в чем же разница, да, между ними. На примере
первого лица. Допустим, мен таныштым. Я познакомился. И мен танышканмын. Я тоже познакомился, но это когда-то произошло, это было ранее. Я когда-то знакомился, да? Мен таныштым. Я только что познакомился. Мен танышканмын. Я был с ним знаком, да, когда-то. Мен жоғоттум. Я только что потерял. Мен жоғотконмун. Вот я когда-то что-то потерял, да, и можно сказать, мен ачкычты жоғотконмун. Вот когда-то я терял ключ. А мен сүйлөштүм. Я только что с ним поговорил. Или в недавнем, допустим, в недавнем прошлом, да? Мен сүйлөшкөнмүн. Я когда-то разговаривал с ним о чем-либо. Мен үйлөндүм. Я вот недавно женился. Мен үйлөнгөнмүн. Я женился, но это было сравнительно давно, ну, может быть, 10, 20, 30 лет назад, да? А мен үйлөндүм это недавно, то есть он до этого был не женат, сейчас он поженился, и он говорит мен үйлөндүм. То есть это завершенное дело и недавнее. А мен үйлөнгөнмүн, то есть он когда-то женился. Сейчас, может быть, он не женат, но когда-то женился, и он говорит, что я когда-то был женат. Да? Мен үйлөнгөнмүн. Когда-то женился. Мен алдым. Я получил. Допустим, только что недавно получил письмо, да? Мен алдым. А мен алганмын, то я когда-то получил. Мен алдым, мен алганмын. Мен бердим. Я только что отдал. Ну, только что отдал что-то, да? Мен бергенмин, я когда-то что-либо отдал. Мен баштадым, мен баштаганмын. Мен бүтүрдүм, мен бүтүргөнмүн. Мен уктум, мен укканмын. Мен карадым, мен караганмын. Мен чечтим, мен чечкенмин. Мен үйрөттүм, мен үйрөткөнмүн. Мен үйрөндүм, мен үйрөнгөнмүн. Мен билдим, мен билгенмин. То есть здесь сейчас он только что понял, да, он узнал это. Мен билдим, вернее, я это узнал недавно только что. Мен билгенмин, то есть я и ранее это знал, да. Мен төлөдүм, я оплатил. Мен төлөгөнмүн, я ранее оплачивал. То есть в чем разница? Первая строчка – это завершенное время в недавнем прошлом. А вторая строчка – это когда-либо что-либо сделал. Может быть, в недавнем прошлом это тоже завершенное время, но сейчас результат непонятен. То есть, например, вот в последнем примере мен төлөдүм. Вот, например, вы заходите в общественный транспорт, да, и вы у другого человека спрашиваете, ты оплатил? Он говорит, да, я оплатил. Мен төлөдүм. А, допустим, вы зашли, за себя оплатили, а этот человек говорит, ну зачем ты за себя оплатил? Я же оплатил до этого заранее, да, за тебя. И он говорит, мен төлөгөнмүн. То есть это было ранее сделано, да? То есть вот такие различия, наверное, это понимание этих окончаний, наверное, придет вместе с контекстом, да? Когда вы уже полностью все выучите, вы будете понимать, где какое окончание применять. Итак, первый вид заканчивается на т, ти, ту, тю, д, ди, ду, дю. И окончание личных местоимений. Далее нужно запомнить, что для третьего лица множественного числа в начале ставится окончание прошедшего времени. В начале ставится окончание личного местоимения. Далее окончание прошедшего времени. И второй вид добавляем кан, кен, кон, кön, ган, ген, гон, гön.
Также для третьего лица окончания добавляются уже еще до, личное окончание добавляется до окончания прошедшего времени. Например, алар окушкан, да? Ш – это окончание личного местоимения, и кан – это окончание прошедшего времени. На примеры давайте еще раз прочитаем. Таныштым, танышканмын. Жоғоттум, жоғотконмун. Сүйлөштүм, сүйлөшкөнмүн. Үйлөндүм, үйлөнгөнмүн. Алдым, алганмын. Бердим, бергенмин. Баштадым, баштаганмын. Бүтүрдүм, бүтүргөнмүн. Уктум, укканмын. Карадым, караганмын. Чечтим, чечкенмин. Үйрөттүм, үйрөткөнмүн. Үйрөндүм, үйрөнгөнмүн. Билдим, билгенмин. Төлөдүм, төлөгөнмүн. На этом 9-й урок закончился. Я надеюсь, вам было все понятно. Если что-то где-то непонятно, пишите комментарии, я попробую все объяснить. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Удачи вам в изучении кыргызского языка.